что рассказать о движении? О нем часто говорят. О нем часто говорят и говорят практически везде. И говорят абсолютно разное. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит о том, что это сугубо технические выставки, кто-то путает это абсолютно, так сказать, технопарком. Но в первую очередь само движение было предназначено скорее для того, чтобы популяризовать рабочие профессии. Изначально предполагалось, по крайней мере, движение WorldSkills International было об этом. Сейчас же у нас в России очень много придумок, очень много того, что мы разработали сами, начиная с 2012 года. И сейчас мы делаем большой толчок. Мы делаем большой толчок в сторону университетов. Соответственно, сейчас есть такой формат, как межвузские соревнования. Они были очень популярны. Это было безумно популярно, это было безумно красиво. Ну и сейчас идет полная речь о том, чтобы это было внедрено в высшее образование. Ну и, соответственно, сегодня об этом я хотел бы вам и рассказать, чтобы это было, так сказать, структурировано. В первую очередь, что предполагает WorldSkills, это стандарт. Это некий стандарт, к которому мы должны стремиться. Это то, как должен выглядеть специалист, так сказать, будущего. Не сколько будущего, а сколько и настоящего. WorldSkills Россия подразделяется на несколько, так сказать, ответвлений. Основные из них, в которых, по крайней мере, сам работаю, это High-Tech и Future Skills. High-Tech — это высокотехнологичная отрасль, это заводы с применением, получается, новейшего оборудования, это новейшие специалисты, использование мировых практик, использование, получается, и выработка собственных практик, которые мы выводим на мировую арену. Недаром у нас были разработаны несколько компетенций на территории России, в том числе и реверсивный инжиниринг, с которого, собственно говоря, я начал свое движение. И сейчас мы проводим чемпионат. Мы провели чемпионат, мы проводим чемпионат и пришли даже к такой вещи, как демонстрационный экзамен. То есть это уже показательно. Это уже показатель того, что мы не боимся и не скрываем того, что какими должны быть компетенции. Компетенции сейчас слово звучит везде, абсолютно везде, и звучит оно тоже, так сказать, как и движение, абсолютно по-разному. Трактуется, может быть, некоторыми по-разному. Но самое главное, что остается неизменным, то, что WorldSkills и компетенция означает о том, что это профессионал. И, соответственно, речь идет о том, какой должен быть профессионал. Будь то соревнование, будь то движение. Соревнование — это разовое мероприятие, оно безумно красивое. И был бы я студентом, грубо говоря, моложе на пару лет, я бы принимал в этом участие безудержно. Потому что этот шанс дается, грубо говоря, раз в жизни. Поработать на топовом оборудовании, поработать с топовыми людьми, поработать и пообщаться с такими же ребятами, которые, в принципе, хотят чего-то добиться в жизни. Ну и это, правда, действительно поднимает мораль ребят. Они совершенно сейчас другие ребята, чем были ранее. Ну и есть, получается, само понятие движения. Движение говорит о том, что мы преобразуем, грубо говоря, образование. Мы пришли к Болонскому процессу. Сейчас у нас был специалитет, стали бакалавриат и магистратура. Это, само собой, и хорошо, и плохо. Для, так сказать, инертного человека, возможно, это будет казаться плохим. Но в случае, когда речь идет об инженерно-техническом образовании, WorldSkills прекрасно вписывается в Болонский процесс. Мы имеем прикладной бакалавриат, мы имеем академический бакалавриат. Но главная фишка всего этого — это умение руками. Соответственно, то, что движение сейчас в ВУЗе, это замечательно. Замечательно, что идет такая поддержка и что идет такая трансляция. По крайней мере, в области аддитивных технологий или объемной технологии, где речь идет о программировании и использовании софтов, которые применяются для технологических процессов всякого разного рода в инженерном деле. Не только, грубо говоря, в строительстве или машиностроении, а именно в инженерном деле. Ну, знаете, ребята делают успехи. Мы побеждаем, и это замечательно. Сейчас же мы пришли к тому, именно наш университет, что мы на очень интересном положении сейчас. Мы можем начать абсолютно новое. По крайней мере, методики, которые применяются сейчас в обучении, по крайней мере, сколько я готовлю студентов, это MIT. Вы прекрасно видели то, что делает Boston Dynamics, вы видели, получается, что такое альфа, там робот бегает туда-сюда, это замечательно. Была еще передача такая, как «Битва роботов». Казалось бы, что такое популярное ТВ-шоу и, получается, образование? Как раз таки напрямую, потому что это компетенция. Это командная работа. Это командная работа на производстве. Это слесарь, это сварщик и это инженер. Он продумывает, он разрабатывает и он делает. И электрик, который все это подключает. Вот что такое WorldSkills, в принципе, Россия. Это то, как меняется само образование. Ребята уже делают.
ребята делают и понимают, что у них на руках конечный продукт, и он двигается. И это не просто теоретическое обучение, это объединение всех лабораторных работ, всех практических занятий и практик в одно целое, на одном месте и в одном движении. Сейчас это реализуется с помощью чемпионатов. И то, что мы участвуем, по крайней мере, в Якутии, занимаем такие хорошие позиции, это дает нам, так сказать, большой задел на будущее. Сейчас мы уже говорим о future skills. Мы говорим о том, что нам пригодится в будущем. Пригодится тогда, когда глобализация, стандартизация и автоматизация придут в нашу жизнь. Они уже приходят. И останутся люди, которые не удел. И при этом, при всем, казалось бы, это ужасно. Вроде как рабочий потерял место на заводе и так далее. Но, с другой стороны, это прекрасно. У человека появилось свободное время. И значит, он должен чем-то заниматься. Это виртуальная среда, это новые инженерные технологии, это и творчество. Есть такая компетенция, как промышленный дизайн, где объединяется творчество с инженерными науками, академической подготовкой. Это просто замечательно. Это как будто маленький завод BMW у тебя прямо на столе. Ты создаешь с эскиза до прототипа, а потом, будучи, получается, специалистом, скажем, SAPR, это система автоматического проектирования, ты воссоздаешь модель. Она в виртуальной среде уже работает. И уже не важно после этого, что ты отправишь это на производство, и оно будет реализовано. Если ты хочешь, то ты это можешь сделать сам, если ты принимал участие, скажем, в компетенции командной работы на производстве. То есть у тебя уже есть ребята, которые помогут тебе это реализовать. Или же компетенция, получается, reverse engineering. Это больше получается для тех, кто мечтает стать авантюристами. Это уже применяется во флоте, это применяется, получается, возможно, будет применяться космонавтика, когда будет там колонизация, не колонизация, но факт остается фактом. У нас Арктика, мы Якутия, и у нас реализовать реверс инжиниринг, это было бы замечательно. Мы экономим ресурсы. И уже сейчас, имея, получается, так сказать, такой задел, и подготовить таких специалистов на опережение, мы выигрываем время. И в том числе и университет. Университет сейчас стоит в авангарде. Сейчас многие очень часто со мной спорят, что это всего лишь технологический процесс, это не важно. Но в этом и заключается идея future skills. Это было технологическим процессом, но сейчас это компетенция. Человек умеет и владеет этим. После этого, в принципе, можно и говорить и о других компетенциях, но это займет огромное количество времени. Поскольку сам я из инженерно-технического профиля, и тут речь идет, получается, о объединении классического инженерного образования и с ICT-технологиями. Позже это может вылиться и в мехатронику нового поколения, может быть и вылиться в робототехнику, опять же, нового поколения. При этом, при всем, будь я студентом, я бы понимал еще одно. Есть, конечно, замечательные future skills, но есть же и компетенции, которые вот повседневные, злободневные. Это электромонтаж, это промышленная автоматика, это и инженерный дизайн. Mechanical Engineering Design, работа на компьютере, грубо говоря, в системе автоматического проектирования. Но это то, что уже сейчас есть. То есть я могу быть подготовлен и к тому, что придет. Это на самом деле классно. Это заставляет ребят верить в лучшее будущее. Что неважно, какие будут процессы в мире, неважно, какое будет, получается, экономическое состояние, мы сможем работать. Мы сможем это сделать. В этом вся идея WorldSkills, по крайней мере для меня. Потому что ты веришь, что, будучи человеком и умея владеть, грубо говоря, ремеслом, и владея, получается, все тем, чем необходимо, ты можешь изменить даже в то время, когда, казалось бы, человечество отходит на второй план. В этом вся идея движения Future Skills проекта. В этом идея, получается, самого WorldSkills. Если говорить об истории, WorldSkills зародился в послевоенное время. Как раз таки то время, когда был большой упадок в Испании. И с тех пор он приобрел, получается, огромную репутацию. В Корее это сродни, получается, Олимпийским играм. То есть чемпион WorldSkills — это спортсмен. Это герой. Это герой своего района. Это герой своей страны, если он, опять же, вышел на WorldSkills International. И это тот человек, который не стесняется того, что он работает. Он не стесняется того, что он сейчас работает, получается, со станком, потому что завтра он будет начальником, или он будет работать с такими системами, или придумывать такие вещи, которые никогда никому не снились. Это абсолютно все меняет. Если у вас есть хобби, будучи фотографом, пожалуйста, даже есть компетенция фотографа.
Соответственно, вы понимаете, каким должен быть мастер. Ведь главная идея всех заданий, главная мысль — это то, что задание невыполнимо, казалось бы. Но мы стремимся к тому уже сейчас, пришли к тому, что задания, которые были выше индустриального уровня, выполнимы уже сейчас. Это всего за 4 года. Всего, грубо говоря, за 4 года активной работы. Сейчас абсолютно везде внедряется, и ребята уже вошли, само движение вошло в образование. Ребята сдают демонстрационные экзамены. Они учатся по методикам WorldSkills. Это замечательно, потому что после этого у нас есть не только будущее, но и крепкий фундамент. Задаются люди вопросом, ну, я слышу об этом, и это прекрасно, но когда речь идет, получается, о продукте, бренде, мы можем зайти в магазин и купить. А что касается, получается, WorldSkills, достаточно просто учиться, быть студентом и хотеть измениться, хотеть учиться и хотеть работать, хотеть зарабатывать в будущем и знать, что у меня будет надежное будущее, у меня будет стабильность. Тут достаточно просто обратиться к тому, как ходить в кружки, как ни странно. Но в моем опыте это началось все с кружка. Разработал кружок, который назывался «Современная инженерия», и он идет до сих пор. Там ребята-школьники. Ребята-школьники приходят и просто интересуются, а как это сделать, что это сделать. И в момент, когда шла речь о том, можно ли сделать картофелемет, я сказал, да, можно, почему нет. И они начали его делать. Если у нас есть готовый продукт, и о котором часто говорят, как, например, WorldSkills, но будем проецировать это на Apple, тот же продукцию, это можно купить в магазине. В данном же случае, будучи студентом, надо иметь несколько, получается, так сказать, возможностей. Это можно не просто хотеть этому научиться и так далее, можно и присоединиться к этому движению. Бывают чемпионаты, они абсолютно открыты. Человек приходит и смотрит своими глазами, что это происходит. Скоро у нас будет открытый тут региональный чемпионат отборочный. Были региональные чемпионаты, бывают и вузовские чемпионаты, можно назвать. Даже на демонстрационный экзамен ты можешь наблюдать, получается, онлайн, как это происходит. И мало того, что ты можешь наблюдать онлайн, ты имеешь полное право подойти и посмотреть, как ты это делаешь. И что касается детей, сейчас есть такой проект, как WorldSkills Junior, и оно будет повсеместно. Это и кружки, это уроки труда, и уроки информатики, они везде. Просто надо хотеть, надо преподавателям захотеть, чтобы их дети стали лучше, чтобы у них была возможность почувствовать. Это и называется профориентация. Это и называется WorldSkills.